Ребята, всем привет! Выбрались на природу с Романом на Гадово озеро в черте города. Попробуем сегодня половить ротанчиков. Мы как-то уже так делали, и у нас это получалось. Вот. Но нас тоже здесь никто не поймал. Сейчас я вам покажу. Все травинки усыпаны клещами. Перед тем, как зайти, так скажем, в лесополосу, мы побрызгались немного, но сейчас нужно продублировать, потому что просто колоссальное количество клещей на травинках. Вот. Сейчас обработаемся и потом соберем снасти и попробуем поймать ротана. Покажу на что, как и что к чему. Вот, смотрите, ребята, смотрите, сколько клещей. Видно? И вот на каждой веточке сидят. Где-то один, а где-то по многу. Вот они, все разные. И прям вот дофига. Сидят, он распурыщились. Да. Роман тоже он там пошел. Все, сейчас еще раз побрызгаемся. Лягушек тьма, короче, здесь тоже. Будем периодически осматривать себя еще. И все, сейчас приступим. Защита от комаров, клещей и мошек. Вот так вот. Все, побрызгались. Давайте попробуем на клещей брызнуть вот здесь. Это все уж прям прицельным этим на них. Да. Вообще не шевелится, им по барабану. А нет, зашевелились он маленько. О, пошибало их. Да, 2 упало, по-моему. 2 осталось. Так, я тут пока снасти привязываю. Роман говорит, у него там клюет. Ага, о, первая рыба. Смотрите, какой гальян огромадный. Сейчас спущусь до Романа. Роман на удочку ловит, а я сейчас тут тоже там спиннинг делаю, но... Такой гальянчик. Да, здоровущий. Вот, а я хочу ротанчика попробовать поймать. Сейчас тоже привяжу все и пойдем попробуем. Решил попробовать, а вообще получится у меня что-то или нет. И не стал сначала снимать все это действие. Вот попался первый ротанчик. Сейчас мы его с вами отпустим. Значит, о снастях. Спиннинг Фаворит Bluebird с тестом верхним до 5 граммов. Ну, тут какой-то плетеный шнур, там 0,6, я думаю, или 0,8 по японской классификации. Поводочек из тоненького флюрика. Приманка вот такая вот. Я не знаю, что это такое. Съедобный силикон какой-то, может быть, там форелевый, либо еще что-то. Небольшой крючок и грузило на нем обжато, типа маленькой джиг-головки. И все, и вот так вот запускаю под палочки, начинаю трясти. Начал трясти, и сразу там хоп, смотрю, ротанчик цоп-цоп и съел. Сейчас поперемещаюсь, похожу. Я думаю, что это не единственный ротанчик, которого нам удастся с вами поймать сегодня. Может быть, не совсем прогрелась вода, и они там еще не такие активные, но вот один соблазнился. Прям сразу же, между прочим. Мы здесь были с Романом, я не знаю, год 3-4 назад, вот занимались вот такой вот ерундой. И как-то прям ротанов было видно прям в приглядку. Сейчас вот не особо видно. Но сейчас посмотрим. Начало положено. А, вон ротан вышел. Ага, смотрите, сейчас поймаю. Вот он, я прям в приглядку его вижу. Вот он отреагировал. Я у него возле морды трясу. Все, он зажрал приманку. Я его чуть-чуть подсекаю вот так вот. И рыба у нас с вами на крючке.
Очень забавная фигня. У Романа перестало клевать, и я Роману предлагаю перейти на такую же рыбалку, как у меня. Роман. А, клюет у тебя, да? У Романа тоже клюет, но у него эти какие, да, гальяны клюют. Я на хлеб ловлю. И Роман ловит на хлеб. Облачно, как бы, если было бы вот солнечно, может, вода была бы как-то попрозрачнее. Здесь все равно какое-то торфяное. А, вот еще один маленький ротанчик откликнулся на приманку. Я его вижу, вот он укололся и убежал. Но я думаю, что сейчас мы его доловим. Начинаю его преследовать. Вот под морду ему сейчас подал. А, смотрите, вот он укололся немножко и все, и затаился. Ага. Но он маленький, он не заглотит, он размером с приманку. Сейчас вот я вижу визуально, вот ротан заел, он прям охотился за моей приманкой, очень зрелищно. Я в поляризационных очках нахожусь. И мне видно, как рыба там под водой гоняется за моей приманкой. Рыбу мы, естественно, отпускаем. Сейчас чуть-чуть смещусь вот сюда. Опускаю ближе к дну туда и начинаю немножечко дергать. Да, раньше как-то я использовал другие приманки, а здесь у меня случайно вот появились вот такие. Я пытался на них головля ловить в прошлом сезоне, на эти приманки. Ну так, пару раз попробовал. Что-то у меня ничего особо не получилось, я в них не упирался, и они вот оказались у меня в рыболовной сумке. И я подумал, что они идеально подойдут вот сейчас для ловли ротана. И не прогадал, потому что они пропитаны аттрактантом, чем-то там пахнут. Это лучше, чем просто резина. Ага, вон там два ротанчика, но они маленькие, но пришли и нападают, короче. Очень маленькие. Вот он сейчас один съел. Прям видно было, два там выпрыгнуло, короче. Я думаю, что это очень офигенная... А, хвост откусил, блин. Ну ладно, я думаю, все равно, что приманка будет играть. Я думаю, что очень офигенная рыбалка. Вот с ребенком, если сюда приехать, будет очень интересно. Мы еще тогда вот задавались вопросом, а что же здесь больших? Да, вот еще один прям тут же ротан заел. Нет, здесь есть и крупные ротаны, наверное, как бы... Я видел визуально, но как бы клюют маленькие. Очень интересная, забавная рыбалка. Повторюсь, я думаю, если приехать сюда с детьми, то им очень понравится. Рыбалка прям происходит вот в приглядку. Видно, как рыба охотится за приманкой. Да, без хвостика уже не так интересно играет приманочка, но все равно играет. Когда освобождал ротанчика, он откусил хвостик у приманки, и приманка сразу же потеряла свою игру. Играет, но плохо. Вот, сейчас заменим. Вот, вот такая вот какая-то фирма, я не знаю, там где-то на Валбере заказывал. Видно вам? Вот такая вот. Вот, видно, что с Валберис. Насаживаю прям вот поперек, вот так вот. Хоп, вот так вот насадил, и все. Забрасываем. Ой, да, он прям с хвостиком прям интересно как бы играет. У него и колебания совершенно другие. Только единственное, ротанчики что-то все куда-то подразбежались.
Что-то случилось. Куда делись? Ну, сейчас маленько сместимся, попробуем в другом месте. Странно, да? Только подошел, как бы, и сразу тут было активненько как-то все. И по несколько штучек выскакивали. И бабах, ни одного нету. Зато есть лягушки, которые тоже, в принципе, могут клюнуть. Ну, здесь вот бревно лежит. Сейчас попробуем, может быть, из-под бревна как выскочит сейчас огромадный ротанчик. Но я их и не вижу. Как... В прошлый раз, мне кажется, прям сразу визуально было видно их. Ага, вот вижу, вот, бежит, но он маленький. Промахнулся, вот сейчас заел, и я его подсекаю. Да, сместился немножко и сразу же... Да, хвостик не надо откусывать. Открываем ротик. Опа. Отпускаем его. Как бы они тоже, рыба-то как бы хищная, она тоже любит укрытия какие-то. Поэтому здесь вот, в принципе, за бревном-то они вот и могут быть. Ага, вот еще один там сидит. Ага, прям сразу он себя обозначил. Я его вижу, и вот он пытается съесть мою приманку. Все, сожрал, и я его хоба подсекаю. Очень интересная, азартная рыбалочка. Но это, еще раз повторюсь, чисто побаловаться. Сейчас на реках у нас там вот это вот половодье, потом запрет, все остальное. И мы решили вот с Романом побаловаться, просто выехать вот от нечего делать, так скажем, снять зуд какой-то вот этот, попробовать порыбачить, подержать спиннинг в руках после зимы. Ой, оба съел, ну как здоровый, отвалился, не дождался я, когда он такой побольше предыдущих был. Ротанчик выскочил из засады. Ага, вот он возвращается, ребята, он не укололся. Вот он пытается заесть. Все, заел. И я его вот так вот. И он опять срывается, смотрите, что. Все, убежал. Вон я его вижу. Сейчас попробую еще ему подать. Не, все, он затаился. В этот раз, наверное, он все понял. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Ага, ага. Все-таки он хочет съесть мою приманку. Вот он ее опять съел. Жует. И я его вот так вот. И он опять сходит. Ух, хитрющий какой. Ничего себе. Ну-ка, иди сюда. То бишь 3 раза вот он. Я пытался его поймать, но он не засекался. И вот 4-й раз он его сейчас вот приманку заел. Все, жду. Жду, он ее пытается выплюнуть. Иди сюда. Вот, смотрите, тут покрупней. С 4-го раза удалось мне забороть этого монстра. Вот такой вот. Отпускаем его. Крючочек, что ли, в тело приманки воткнулся, непонятно. Лягушки тут кругом. А? А, уж у Романа он там, да? Ну, видимо, это озеро поэтому и гадово, потому что здесь колоссальное количество лягушек. Соответственно, здесь он ужи, ротаны, та еще тоже чудовище. Поэтому и гадово озеро, да?
Вот еще один съел сразу сходу, он там на. Вот такая вот рыбалочка у нас, ребятишки. Клюет, клюет. На спиннинг. На спиннинг. Все, можно считать открытие сезона. Очень интересно. Можно было бы и подлиннее удочку, да, как бы, например, подальше забрасывать, но тогда нету визуального контроля, не будет за приманкой. Роман таскает, он там гальянов здоровущих на удочку. Ну да, можно попробовать еще сейчас куда-нибудь сместиться. Лягушки, конечно, вот здесь прям все, они тут, у них любовь, морковь, вот это все дела. Ага, гонится, гонится, ребят. Гонится. Давай, гонится, давай, кушай. О, вас съел. Ша! Сорвался. Но он далеко не ушел. Вот я у него опять перед мордой трясу. Вроде как бы не укололся. Сейчас опять он ее съест. Но все равно сейчас остерегается. Первый раз-то он ее сразу, а сейчас думает, ага, все, съел. Съел, жует, 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 жует. Пробуем. Оба. Вот они. Гады Гадовского озера. Ой, приманка убежала. Так. Солнышко зашло, и сразу прозрак уменьшился такой. Не видно. Так, вот вижу роташку. Сейчас я его поймаю. Так, вот он клюнул. Выплюнул. Смотрите-ка, что, какой хитрый. Маленькая роташка. Ага, ага. Второй раз заел. Опять выплюнул. Ничего себе. Какой-то хитрый. Все, вот еще раз. Опять выплюнул. Смотрите, какой. Осторожный. Но он не крупный, как бы. Но тем не менее, он уже прям вот несколько раз выплевывает приманку. Пытаюсь его доловить. Но он не хочет, да? Ну вот опять выплюнул. Ну что такое? Ну вот пока трясу, хочу сказать следующее. Вот лежит мертвый ротан, и есть большое предположение того, что как бы был замор. Какая-то часть рыбы погибла. Но это я могу только предполагать. Может, конечно, что-то другое повлияло на его смерть. Прям по голове стучу, сейчас ротанчику под водой как бы, и он не хочет. Вот 4 раза выплюнул приманку. И все, и просто уходит. Видимо, он что-то понял, либо это один из тех, которых я отпустил. Сорвался. Ну, маленькие. Конечно, интересно. Если бы клевали прям здоровущие, оно, наверное, все-таки интереснее было. А это прям маленькие ротанчики.
Вот он опять догоняет или другой, не знаю. А, там два ротанчика. Вот который покрупнее сейчас съел приманку, а маленький рядом... Ах, и выплюнул. Собака, что такое? Два ротанчика там сейчас было. Ага, вот. Но солнышко сейчас вышло, может расклюется как бы. Но солнышко вот зашло, чуть ветерочек. Вот там два ротана. Они возле моей приманки. Давай, 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 давай. Все, вот он съел. Подожду немного. Выплюнул. Смотрите-ка, что. Да что такое-то? Обычно они прям жадно заглатывают, как бы, и все. Вот он опять схватил и опять выплюнул. Решил подсечь. Вот он отвалился. Как бы что-то как-то осторожничает. Заглотит, выплюнет. Опять заглотит, выплюнет, как бы. Вот, сейчас попробуем еще маленько сместиться. И это озеро здесь вот вытекает в такой ручей в какой-то. Здесь можно прям нормально так черпануть. И надо сделать так, чтобы этого не произошло. Опа! Перешли ручеечек. Вот здесь тоже вот бревно какое-то лежит. И это очень перспективненько в плане того, что здесь могут в засаде стоять гальянчики. Ой, гальянчики, ротанчики. Так, увидел гальянчика, у этого ротанчика. Вот он сейчас атаковал приманку, но промахнулся. Все, заел. Но не до конца, не вижу я. Пробуем подсекать. Убежал. Вот он опять возвращается. Мне за палкой не видно. Промахнулся он. Палка мешает мне. Ага, такой большенький, так скажем. Вот он заел. Заел, жует, 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 жует. Под палкой, правда. Пробуем. Оба. Есть. Пытаемся спасти приманку и отпускаем этого красавца. Я сейчас вот подошел к месту, где раньше, я не знаю, может лет 5 назад, здесь был столик, лавочки. И мы здесь собирали снасти, как бы пили чай. Но потом какие-то люди или не люди все это дело сломали. И даже ничего не осталось. Года 3 назад мы здесь вот были с Романом, уже здесь ничего не было. Вот. В былые времена сюда ходили в поход люди с детьми. Но сейчас не знаю, как бы, если только так вот какие-нибудь энтузиасты, авантюристы, как мы вот с Романом, приходят сюда. Кто-то с собаками гуляет, либо на велосипедах. Все что-то перестало клевать. Я смещаюсь. Вот Роман у меня вон там
То бишь оттуда я начал и вот пошел по берегу, до сюда дошел, и что-то все хуже и хуже. Что-то весь клев там был. Возле того берега. Принял решение вернуться туда, откуда и начинали, потому что чем ближе в хвост, тем мельче. И ротан вообще не проявляет никакой активности. Там поглубже чуть-чуть, возле вот этой дамбы. Вот. Я не знаю, как бы это искусственно, не искусственно здесь сделано. Вроде бытует мнение, что это монахи там в свое время разводили здесь рыбу там и все остальное. Ну, также там каскад Филипповских озер, тут еще вот это там первое, второе, третье озеро. И вот это тоже монахи разводили рыбу. Но я не знаю, может быть, не точно, я с монахами не разговаривал. Вот, но здесь вот очень мелко. Да и Филипповские озера, мне кажется, тоже не особо глубокие. Сегодня у нас 14 апреля, если что. Все уже оживает, он цветочки, шмель, он опыляет, собирает там нектар. Природа оживает. Так. Ну вот здесь вот явно поглубже. Попробуем. Да. Что-то, так скажем, клев не ахти. Как обычно это бывает, да? Вначале поклюет, а потом все. Ну, больше всего клевало вон там. Сейчас мы до туда назад дойдем. Посмотрим. Рыбу же мы отпустили. Значит, она где? Где-то там и спряталась заново. Сейчас та точка отдохнула, и мы на нее вернемся. Я уверен, что мы что-нибудь там еще поймаем. Так, погода изменилась. Солнышко спряталось за тучку. И ротан больше не клюет. У Романа гальян на хлебушек клюет, а у Сережи ротан на резинку не клюет. Ах, вот сейчас это, ну, видимо, гальян подбил. Видел, как приманка в толще воды отклонилась и в руку почувствовал. Ага. Сейчас кто-то затрепал прям. Но я не вижу, вода темная, солнышка нету. Может, это был ротанчик, сейчас попробуем доловить. Визуально с трудом вижу, как бы там. Ага, вот треплет, кто-то схватил и бросил. Может, это гальян крупный, как бы. Не вижу, кто это. Хватает приманку там. Ребята, аллилуйя, я походу поймал ротана. Пришел тут к Роману. Здесь ротан у Романа. Да, весь роман тут. Весь роман у ротана, короче. Ну и солнышко вот сейчас маленечко выглянуло, и может это как-то вот активировало его, потому что без солнышка вообще не клюет. Когда первый раз сюда приехали, тоже вот это вот чириканье, там вот это вот, я думаю, что за зверюшки, пошел смотреть, а это, короче, лягушки здесь, у них тут гон.
И они здесь вот чирикают. Но сейчас не так, как в прошлый раз. Ага, ага, вот еще один. Еще один. Все они у Романа здесь. Опа. Жирненький, вкусненький. Вот какой. Расклевалось. Но, видимо, солнышко влияет все-таки, да. Когда вот солнышко выходит, он начинает охотиться. А без солнышка он просто сидит и не хочет клевать. Вот еще один, смотри-ка. Или нет, не вижу. Нет, показалось. Ага, у Романа гальянчик. Лягушки тут под ногами, вон что-то тут все суетятся. Да, вон еще один артанчик гнался сейчас, но убежал. За этим, за палками, что там, за листьями. За листьями, за палками, за пучком травы вот как бы стоят. Но они еще, видишь, у них окрас такой, они маскируются. Да, Он стоит, его особо-то и не видать. А когда на приманку реагирует, как бы он хоп, и все из себя демаскирует. Ну. Ну, сейчас со своего вообще все дорого стало. Ага, ротанчик. Давай. Опа, давай. Оп, съел. Солнышко вышло маленько, расплевалось тут. Солнышко вот зашло опять и все. Эх, ничего себе, он в лед его поглотил. Ну, смотри, он хоть здоровый, что ли. Ну. Оп, эх, ничего себе. Солнышко вышло и активировалось, короче. Эх, здоровый, вон тут. Вот, сейчас смотри, сейчас папу поймают. Папа, вот, смотри. Сейчас зажрет. Короче, это на сегодня папа ротан, ребят. Папа ротан. Ну. Вот, я сейчас его поймаю. С фрикционом, ребята. Нифига Вот себе. это папа ротан на сегодня, ребята. Таких бы прям вообще... Такие вы... Даже Ничего себе, не могу ему прям даже рот открыть. Он мощный. Пальцы береги. Как бы пальцы не съел, да? А, ничего себе, какие острые зубы у него. Смотрите, какого заборол. Все, отпускаем. Ах, ничего себе. Оп. Ничего себе. Я ловлю ротанов, а Роман ловит гальянов. А вот здесь вот просто вот прям это, как его, вот есть крысиный король, да, ребята? А вот здесь вот, короче, лягушачий король сформировался. Смотрите. И он еще одна лягушка пытается к ним присоединиться. То бишь, прямо вот здесь какая-то свадьба у них. Опа.
Ага, ага. Вышли два. Маленький убежал, чуть побольше сейчас хватит. Есть, съел. И у Романа там тоже клюет. Ротан стоит в засаде, как бы его вообще вот не видно. Но когда он за приманкой, естественно, выстреливает, уже я за ним охочусь. Лягушки там борются, я думал, кто-то подкрадывается тут ко мне. Ну. Вот тут, наверное, сегодня пока папа. Папа. Папа Гальян. Папа Ротан. О, сейчас начнет. Сейчас жир пойдет. Солнце выше. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ага, ага. Ротанчик вон прям издалека стартанул. Сейчас я поймаю. А, два там их, ничего себе. Ну, кто, давайте. Давайте берем. Ага, один съел. Сейчас как подсеку. Эх, отвалился. Ага, сейчас другого поймаю. Камера на Романа смотрит, у меня все заглотил, давай. Крючок, я не знаю, во рту, не во рту. Давай еще раз. Оба! Опять отвалился. Причина заключается в том, что я насадил приманку как на джиг-головку. А надо посередине проколоть, как вот так вот. Тогда на верочку сейчас. Что там, не клюет, Рома? Вон Роман там таскает. Я что-то на уменьшение пошел. А у меня все, у меня было два ротана, и обоих я просрал. Обоих просрал, короче. Где-нибудь рядышком там. Не, ну понятно, что они как бы далеко-то не убежали. Но не вижу пока визуально. И они не реагируют на приманку. А, вот он. Вот он. Спалился. Спалился, сейчас я его поймаю. Все, промахнулся он, собака. Давай. Опять промахнулся. Все, съел. Вот теперь на верочку. Прям не видно, он как бы он маскируется, у него раскраска такая, как у настоящего хищника.
Но стоит ему только пошевелиться, и я сразу его там вижу, и ему уже все. Шансы его близки к нулю. А когда он неподвижно стоит, как бы тяжело заметить. Так, ребята, все, подошла наша вот такая вот вылазка, рыбалочка к концу. То, что мы хотели, мы получили, как бы провели с удовольствием вот этот маленький промежуток времени. 2 часа мы половили. Роман ловил на удочку на хлеб гальяна, а я на силиконовую приманочку ловил ротана. У Романа клевало определенно лучше, а у меня определенно хуже. Но тем не менее, как бы все, что мы задумали, у нас получилось. Все, выдвигаемся домой. Вот, я думаю, что будет рыбалочка на Головля, может быть, на Малой реке по старой схеме. Пока там запрет, шмапред, там вот это все. На Малую речку куда-нибудь схожу, половлю. Может быть, попробуем на Малую реку съездить, щучку половить. Ну, посмотрим. Короче, все, сезон начался, рыбалочка началась. Будем потихонечку ловить, может быть, что-то снимать. Как-то так. И это, зимняя рыбалка, обещал вам, да, как бы, на зимнюю рыбалку ездил раза 4, наверное, ничего не снимал, фотографии там и все остальное, как-то отчетики были у меня на страничке ВКонтакте. Если что, ссылочка там, наверное, в описании есть. Все, всем пока-пока, увидимся на воде. Да, грязновато тут. Опа. Начальник рабочий. Опа. Блять, всех клещей открылось. Опа. Какие там клещи, там нет клещей. Всех клещей открылись. Что где-то помельче-то? В рот пошел. Опа.